الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكبيرة التاسعة والخمسون 59 грех. من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. Тот, кто призывает к заблуждению или же вводит плохую привычку или плохой гадет, обучает людей плохому. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман даа иля далялятин», тот, кто призывает к заблуждению, «кана алейхи миналь ithми мислю аthами ман табиаху, ла янкусу залика мин аthамихим шай'a». Тот, кто призывает к заблуждению, то будет ему грех, подобный греху тех, кто последует за ним. То есть иногда человек совершает какие-то действия, призывает к чему-то, говорит что-то и не задумывается о своих делах, о своих словах, и люди ему следуют за этим. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что если за тобой последовали в грехе, если ты призвал к этому греху, здесь можно сказать словами или своими делами, тем, что ты показал, то в этом случае, если люди последовали за тобой в этом, то будет грех, тебе писаться грех тех, кто последовал за тобой, при этом не уменьшая их греха. То есть то, что они совершили, им это зачтется, но еще это зачтется и тебе, подобно тому, сколько им зачлось. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман санна суннатан саййатан». Тот, кто санна, обучил, суннатан саййатан, плохому делу, ввел среди людей плохой обычай, то есть греховный обычай. «Кяна алейхи визруха ва визру ман амиля биха мин ба'дихи», то ему будет грех тех людей, кто последовал ему за этим. Как на примере можно сказать, что двух сыновей Адама, как приводит это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда один сын Адама убил другого сына и первым в человечестве ввел такой грех, как убийство. И каждый раз, когда какой-нибудь человек убивает другого, то грех этого убийства записывается совершившему этот грех и записывается этому сыну Адама. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хочет указать то, что грехи будут записываться не только в том случае, если человек совершил в этом мире первый раз этот грех, а также будет записываться, если человек в каком-то городе, в каком-то населении, если не был распространен этот грех, и он начал распространять этот грех или словами, призывая к этому, или показывая сам пример этому, и люди последуют за ним в этом, то в этом случае ему будет записываться вот этот грех. И также наоборот, если какое-то хорошее дело не было распространено, и ты начал совершать это хорошее дело, показывать пример этого хорошего дела, и каждый раз, как человек будет совершать, следуя твоему примеру или следуя твоему призыву, то будет тебе написаться награда, записываться тебе награда даже после твоей смерти. И также грех записывается даже после твоей смерти,
потому что сын Адама, он когда жил? А убийство до сих пор происходит. Также вот как плохое, так и хорошее записывается. Поэтому это очень важно. Поэтому в исламе есть такое вещь, понятие, как ахляк. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что человек хорошим нравом достигает положения тех людей, которые читают ночью намаз, а днем держат ураза. Почему? Потому что эти люди, во-первых, сами совершают хорошие дела, а во-вторых, они становятся примером этим хорошим делам. И также люди начинают стесняться их, когда те бывают в обществе, люди начинают стесняться перед ними совершать какие-то грехи, говорить какие-то слова. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто призывал именно, чтобы человек работал над собой и улучшал свой нрав. Потому что ты в этом станешь примером. И такому человеку, у которого хороший нрав, который в хороших отношениях с другими людьми, то за таким человеком лучше следуют люди. И поэтому перенимают вот эти хорошие качества. Поэтому это очень и очень важно. «Мин гайри ан юнкаса мин аузарихим шай'a». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что как благие дела у совершившего, так и греховные дела у совершившего не будут уменьшаться, а будут просто записываться тому, кто научил, тому, кто дал пример, будут записываться эти же грехи. Поэтому это очень важно для того, чтобы человек давал себе оценку, судил себя, проверял себя, свои слова сказанные, свои совершенные дела, нету ли в этом плохого примера, нету ли в этом греха. И наоборот, старался, чтобы совершать самому ради Аллаха хорошие дела и быть примером для этого другим мусульманам. Поэтому мы видим, что Аллах субханаху ва тааля говорит про рабов Рахмана, что они делают такое дуа: «Раббана хаблана мин азваджина ва зурриятина куррата а'юн вадж'альна лиль муттакина имама». О наш Господь, даруй нам мин азваджина ва зурриятина, то есть сделай из нашего потомства такое потомство, которое бы радовало наши глаза, то есть поклоняющимися Аллаху. И потом в продолжении дуа, и они говорят: «Вадж'альна лиль муттакина имама», и сделай нас для богобоязненных примером. Имам, то есть тот, который стоит впереди, тот, который показывает пример. И сделай нас для богобоязненных примером. То есть не просто для каких-то людей, а даже для богобоязненных примером. И поэтому вот это побуждается это обучение и призывание. Призывать своим примером, своими словами. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю бид'атин даляль», каждое нововведение является заблуждением. И в другом хадисе в продолжении сказал: «Ва куллю далялятин финнар», и каждое заблуждение в огне. Следующий грех: аль-кабирату ас-ситтун, 60-й грех. Это аль-василя фи ша'риха валь-мутафаллиджа валь-вашима. Это в основном касается женщин, но также и относится к мужчинам, так как в большинстве случаев эти грехи совершают женщины. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля'ана Аллаху аль-василя валь-мустаусиля валь-вашима валь-мустаушима валь-намиса валь-мутанаммиса валь-мутафаллиджати лиль-хусан аль-мугаййирати халк Аллах». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Проклял Аллах, отдалил от своей милости аль-василя валь-мустаусиля», женщину, которая привязывает к своим волосам другие волосы. То есть у нее есть свои волосы, и, например, они стали редкими, и она что делает?
берет или свои когда-то отрезанные волосы, или волосы другой женщины и привязывает для того, чтобы казалось, что волос у нее много. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: Аллах проклял ту женщину, которая так делает, и ту женщину, которая для нее это делает. То есть иногда женщина не сама делает, а кто-то для нее делает. Валь-вашиму аль-мустаушима, и проклял ту, которая делает татуировки, как раньше написано в объяснении, делали, то есть кололи иголку, выходила кровь, и сурьму это втирали, и появлялся такой цвет, который оставался на всю жизнь. Татуировка уж на современном. И ту, которая делает татуировки, и та, которая делает для нее татуировки. То есть та, которая для себя делает, и та, которая делает для других татуировки. Ваннамиса вальмутанаммиса, та, которая выдергивает волосы, выщипывает волосы со своего лица, и ту, которая выщипывает волосы у другой женщины. И также тех женщин, которые, говорят, подпиливают свои зубы. Подпиливают свои зубы, чтобы раньше считалось это красотой, чтобы между зубами было расстояние. И поэтому подпиливали эти зубы. Подпиливали зубы, и, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все они являются тех, кого проклял Аллах. Что касается сейчас появились, а раньше были это сурьма, то есть, например, женщины делают не сурьма, а хной, временные татуировки, да? Есть такое понятие, как временная татуировка. То такие татуировки разрешены, но, естественно, с условиями. Должны быть выполнены условия. Первое условие, это для женщин касается. Первое условие, это чтобы рисунок, который был нанесен, он был временным, и который удалялся бы, можно было бы его удалить, а не был бы постоянным. Второе условие, чтобы не было сурат. То есть делают же например, женщину, или Сталина, или еще кого-то раньше делали, да? Целое лицо. Чтобы не было из тех вещей, в котором присутствует душа. Третье, это чтобы это не показывалось бы посторонним мужчинам. Четвертое условие, это чтобы не присутствовало в этих красках, которые наносятся на тело, то, что вредило бы коже. То есть, например, есть некоторые временные татуировки, которые в тату-салоне, например, делают, во многих присутствуют химические элементы, которые впоследствии очень сильно навредят коже. То это запрещено. Даже если она временная. Пятое условие, чтобы в этом они не уподоблялись неверующим. То есть, например, у неверующих какой-то появился обычай, и посредством этого татуировки они выделяются, например, и мусульманка хочет быть похожим на них в этом, и тоже себе такое татуировку делает. То есть это нельзя. Также запрещено делать татуировки, которые бы являлись бы символом какой-либо религии. То есть, основываясь на эту татуировку, можно было сказать что человек придерживается каких-то взглядов, какой-то религии. Например, свастику делают, да? Даже если она будет противоположной стороны, то даже в этом случае не разрешается, потому что многие и не понимают, что свастика, например, которая была у фашистов, и, например, свастика, которая раньше являлась
знаком мира, что ли, или вот такого, они в разные стороны повернуты. Даже в этом случае нельзя, потому что, во-первых, эта свастика, она является признаком какой-то религии, и многие еще не понимают это, и может приписать тебя к фашизму вообще. Поэтому вот как бы пример для этого. Если она не сама себе устанавливает эту татуировку, то должна быть тем, кто устанавливает ей татуировку, не должен быть мужчиной. И не должен быть это в том, что считается гауратом перед другой женщиной. То есть одна женщина другой женщине не разрешается делать вот эту временную татуировку из хны, например, скажем, да, рисунки, или другие, вот, которые сейчас с химическими элементами делают, не должно быть сделано на место гаурата. На место гаурата женщина может сама себе только делать, но не разрешается другой женщине делать гаурат. А мы знаем, что гаурат одной женщины перед другой женщиной, это, по большинству мнений ученых, это что? Это тот гаурат, который у мужчины перед другим мужчиной. То есть это от пупка до колен. Да. Что касается волосы, то есть брали, например, волос и привязывали к нему другой волос, начиная с корня или под конец, чтобы казалось, что больше. Что разрешается в этом случае? Разрешаются, например, шелковые нитки или черный из шерсти сделанные. То есть любая вещь, которая не является волосом человека. Вот это разрешается подвязывать. Ну, например, вот есть же там у африканские косички, да, там его специально это делают с шерстяными этими нитками. То есть вот это разрешено. Или, например, какой-то шелковый там кавамиль приходит, то что от Аиши, от Ибн Аббаса, что они разрешали вот это делать. И Аиша говорила, это не то, что вы имеете подвязано, а вот это вещи, кавамиль, разрешается, сказали, то есть вот эти нитки, которые не являются волосом, разрешается подвязывать. И разрешается подвязывать то, что не является, по ханафитскому мазхабу, разрешается подвязывать то, что не является волосом человека. Даже если это свои волосы или волосы другого человека. Вот. Так, татуировки сказали. Татуировки, то есть те, которые постоянные, они что? Запрещены. Те татуировки, которые временные, и можно их удалить, то они, иншаллах, разрешены. И это разрешение для женщин. То есть украшение для женщин. Украшением является для женщин. И мужчина не должен уподобляться в этом женщине. И разрешается вот эти временные с теми условиями, которые мы упомянули. Что касается выщипывания волос, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал выщипывать волосы на лице, то тут большинство касается это ресниц и бровей. Если брови выходят за рамки привычного, нормального, то, например, брежневские эти брови, да, которые соединяются, то вот это то, что есть между ними, да, вот тут над носом, на переносице, разрешается это выщипывать. Или, например, брови слишком густые. Или у некоторых вообще даже на глаза опускаются. То такие брови разрешается подравнивать. И также в ханафитском мазхабе говорится, что если у женщины выросли усы или борода начала расти, то ей не то, что макрух это выщипывать, а даже мустахаб выщипывать, говорит. Желательно выщипать, говорит. Чтобы не появилось у ее мужа нежелание по отношению к ней. Нежелание, да. Не то, что даже разрешено, а даже желательно, говорят, что выщипать усы и бороду. Да. То, что мутафаллиджат,
подравнивание вот этих зубов напильником именно там сказано, в объяснениях, напильником подравнивали это, делали разъем, то это запрещено. Что касается, если зубы кривые, то ставят же вот эти брекеты, да, то это разрешено, проблем в этом нет, потому что это не изменение создания Аллаха, а, например, наоборот, приведение в ту норму, которую Аллах Субхану Тааля установил в человеке. То же самое, например, у человека есть в основе пластической хирургии, она запрещена. Но разрешено человеку что делать? Изменять дефекты. Например, если в зубах есть дефект, то тут нету проблем. Там, если нужно подпилить, там, например. Если нужно выпрямить, то выпрямить. Заячья губа есть, да? Вот это исправить, например. В этом проблем нету. Но если в этом есть изменение нормальному состоянию человека, то есть вот нормальный человек, принятые нормы, вот это считается нормой для человека. Если это выходит за нормы, уродует человека, то в этом случае разрешается подправка этого. Если это является нормальным для человека, вот женщина может жаловаться, говорит, у меня брови густые, но тут же все возвращается к этому, к тому, что где-то густые брови считаются, наоборот, красотой, а где-то, наоборот, тонкие это. То есть это норма. А вот если слишком густые пошли, или как монобровь, скажем, да, одна бровь пошла, то в этом случае это не является нормой, и вот то, что есть вот на переносице, вот это можно удалять. И это. Также ханафиты говорят, ханафитском мазхабе говорят, разрешается также чуть-чуть уменьшить волосы, если женщина замужем. Если женщина замужем, то ей уже не надо кого-то обманывать, потому что в основе это зачем было запрещено. Одно из них это то, что изменение создания Аллаха, то, как Аллах себя создал, а второе это, потому что в этом есть обман. Женщина выходит замуж и, например, выщипала, и муж думает, что жених, который замуж женится на ней, думает, что у нее такие вот и есть брови. То есть получается обман какой-то. Поэтому вторая причина это обмана. Так как она замуж уже вышла, то обмана нету. Поэтому они говорят, что можно. Но лучше остерегаться. И, как мы сказали, то скажем, что запрещено, если только не выходят за нормы. Если это уродует человека, по правде уродует, а не просто женщина думает. Женщина часто смотрит в зеркало и думает, что она некрасивая. Поэтому на это не обращается внимание, а это обращается внимание на какое? На положение среднего нормального человека. Если это считается по правде уродством, то в этом случае только разрешается это убирать. То в этом случае только разрешается уменьшать. А то, что касается, если уже дальше волосы, там борода начала расти, там усы начали расти, то, как мы сказали, в ханафитском мазхабе говорится, что это даже желательно. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Самануль кальби ваддами харамун». Цена собаки и крови запрещена. То есть запрещено покупать собаку, и как запрещено покупать и продавать кровь. То есть, например, у нас есть пункты приема крови, да? Если человек сдает ради денег кровь, то это запрещено по исламу. Если сдает для того, чтобы помочь человеку, то в этом проблем нету. Однако за деньги сдавать, чтобы деньги получить, или чтобы отпуск получить, выходной получить, то специально, что это польза, получается цена, и это уже запрещено. В основе кровь сдается только для того, чтобы это помочь. Какой-то табарру называется, табарру адам по-арабски называется, то есть сделать садака кровью. Поэтому только в этом случае разрешено. Что если у тебя, например, редкая кровь, которая часто нужна бывает другим людям, и к тебе приходит человек и говорит: давай, продай, у меня сын
там умирает, дочь умирает, продай свою кровь, ты говоришь, давай подними цену, то такие вещи, то есть харам, да. Вакесбуль баги, и то, что приобретает женщина посредством зина, и потом говорит, валя аналь вашима валь мустаушима, и проклял ту, которая делает татуировки, ту, которая просит сделать татуировку, и ту, которая делает татуировку. Ваакиля риба, и тот, кто питается, кушает, имеет прибыль за счет риба, и тот, который попросил сделать риба, или кого попросили, например, написать риба, оформить договор, быть свидетелем в этом договоре и так далее. Вот это все. Валя'ан аль-мусауирин, и проклял те, которые делают изображения, а про это мы уже рассказали, да, на прошлых уроках, что означает совершать, делать изображение. То есть тут на этом уроке мы рассмотрели это, то, что если человек призывает к одобряемому шариату, если человек призывает к хорошему, то ему будет награда за то, что он призывает, ему будет награда, если ему последует за этим, за его призывом. И также, если человек призовет к плохому, к греховному, то ему будет грех за то, что он призвал к этому, за то, что сам совершил, и также будет записываться грехи тех людей, которые последовали. Следующее, это мы сказали, то, что Аллах Субханаху ва Тааля проклял тех людей, которые привязывают волосы к своим волосам. И сказали, что разрешено по большинству мнений ученых то, что не является волосом, как, например, какие-то нитки шелковые, пускай будет, или шерсть. Шерсть — это получается волос этого, да, барашка там. Искусственный волос, да, это уже не настоящий волос. Насчет парика там спорный вопрос между учеными, поэтому есть те, которые разрешают, потому что говорят, это не относится к этому, к привязыванию волосам. Есть кто запрещает, основываясь вот на этот хадис. Но если, например, человек болел раком, женщина в особенности болела раком, и у нее волосы или выпали, или вот сбрить надо было и так далее, и больше не растут, то в этом случае, иншаллах, ей разрешается одевать вот этот парик. Если она не замужем, она должна будет предупредить, прежде чем выйти замуж, это, что у нее волос нету, и что это является только париком. Что это является париком, да. Таким вот людям разрешается, как приходит в ханбалитском мазхабе, то есть если в этом есть нужда, для человека, то в этом случае разрешается. И при этом стараться надо, чтобы этот парик не был сделан из волос. То есть были искусственные волосы. То есть если искусственные волосы, то еще меньше это. Запрет еще уменьшается. Как приходит это в книгах по фикху. И также мы прошли те, которые выщипывают волосы. Некоторые ученые сказали, это касается бровей, а другие сказали всех волос, которые есть на лице. И также те, которые подпиливают зубы. И поэтому тут вот можно ко всему этому отнести и пластическую хирургию. То есть не разрешается человеку использовать ее. Когда люди там изменяют свой нос, изменяют свое ухо, там, лицо, там еще другие части тела, это в основе это запрещено. Только если в этом есть нужда, если, например, человек, есть изъян в его теле, и этот изъян уродует его, то в этом случае только разрешено использовать пластическую хирургию. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла. Аллаху акбар, Аллах.